Вы проходите процедуру диализа, да? Да. В чем проблема заключается? Не приезжает, да, или поздно приезжает? Они приезжают, но бывает, что поздно приезжают. А вечером вообще нас не увозят. Меня во всяком случае. Ага. Вы где живете? Лермонтова 34. Ну, то есть еще более-менее в черте города, да? Я не могу видеть, я не вижу ничего. И ходить не могу самостоятельно. У меня ноги тоже болят. Я еле хожу. Только в помещении могу ходить. А на улице вообще ничего не вижу. Ни дороги, ничего. Ну, она укладывается в те 3000, которые нам платят. Дело здесь не в ее случае, в данном конкретном, дело не в деньгах. Дело в том, что машиной третью смену и вторую вечером не увозят. А она маломобильный человек. Третью смену Потому что мне вот сейчас Третью смену вообще. каждый день на диализ ездить. У меня просто денег нету на такси, потому что я днем должна приезжать на промывание, а у меня денег нет на это. Только на вечернее такси у меня есть. Имеется в виду, на коммерческое такси нет. Какого времени такие проблемы начались? До самого начала. самого открытия. С самого открытия? У нас еще с лекарственными проблемами. Вот, например, сейчас вообще лекарственные сказали, да, уже? Про это говорили? Нет. У нас мемпар нет, например, парад гормонов, если повысится, у нас мемпар, да, правда, мемпар нет. И если у нас гемоглобин понижается, то у нас нет генофера совсем нету, эпоэтина нету, и вообще витаминов тоже нет. Почему не хватает лекарств, не говорят? Ну, не знаю, заказали вот последний месяц, и нет уже никаких. А в смысле, больные сами покупают, да? Да, сами покупаем. Это винофер, например, стоит 2500 я купила. Ну вот. И еще пошла за фраксипарином. Гепарин не подходит. И пошла за фраксипарином, и это 4500. А мемпара тоже стоит? Ампул стоит. Очень дорого у нас. Мемпара это зарубежный препарат? Гормоны у нас. Это зарубежный препарат, по-моему, да? Да. Он сейчас подорожает, скорее всего, да? Скорее всего, подорожает. Если он еще будет. Нет, он должен быть. Но если это только должен быть. Он включен, он должен быть. Должен быть, но его может и не быть вообще. Мы озвучиваем наши проблемы. А то, что у них чего у них нету, это их дела. Эта проблема не первый день родилась, ее давно было пора решить. И когда мы предлагаем им совместное решение, они почему-то не идут. Решение проблемы первое. Первое, значит, машина должна быть, она по закону должна быть. Есть решение суда по этому поводу, и доставка на диализ является частью процедуры, вот, согласно законодательству. А процедура у нас бесплатная, поэтому машина должна быть. Людей, инвалидов первой группы, должны доставить на диализ и домой. А можно, Миша, я скажу еще? Да, пожалуйста. Меня зовут Байша Мария Гидовна. Мы с Хатас ездим. Когда во вторую смену, то как добирается, на автобусе добираемся, а вечером уже после диализа тяжело. И на такси приходится ездить. И до Хатас 400 рублей выходит. Каждый день, да? Через день. То есть 400 рублей это... Да, один конец. Это на коммерческой службе такси, да? Да. Социальные не ездят в Хатас. Вообще не ездит? Так, а чем они объясняют, Михаил, вот эту проблему? Кто вообще вот этот вопрос решает? Вопрос должны решать на уровне, я думаю, бюджета республики, который должен выделить деньги на закупку автотранспорта раз, на зарплату водителей два. Здравствуйте. 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 В свое время, потому что эффективнее применять, купить эти препараты, чем потом проводить
дорогостоящие операции, платить за пребывание многомесячное на койках. Вот. И потом все равно без этих препаратов результата не будет. Пациент будет лежачим, полным инвалидом. Это нагрузка и на государство, и на семью. Зачем? Надо действовать более эффективно.